мамы в телеграм-каналах, Инстаграм, пишут о том, что их детей, которых призвали на срочную службу, заставляют подписывать контракты. Там пишут чуть ли не около 30 человек, срочников якутских, были вынуждены подписать контракты и уехать на войну. Кто-то пишет уже, что их сыновья не вернулись, тоже пошли на срочную службу и заставили подписать контракт, и ушли на войну, и, к сожалению, погибли. Есть и такие сообщения. Забирают не только из республики Саха, из Бурятии, Тывы тоже забирают людей. Вообще весь Дальний Восток, и весь Юг, все национальные республики и все регионы. Отовсюду забирают срочников. Ну, то есть у них план, да, потому чтобы пополнить ряды военных. Военных, которые конкретно воюют на территории Украины, против Украины. Когда вот смотришь на все это со стороны, да, складывается очень печальная картина. Вот сейчас молодые люди, которые пошли, это 18-19 лет, те, кто пошел на срочную службу и был насильно, обманным путем там отправлен на войну, и студенты тоже, да, они еще какое-то время пожили более-менее в спокойной обстановке, когда вот не было вот этой оголтелой пропаганды, да, на телевидении, когда их не заставляли носить форму, маршировать и забирать оружие, петь гимн каждый день по утрам, да, в школе. Они еще более-менее как-то могут понимать, что происходит. В целях безопасности многие из них, конечно же, в целях безопасности не интересуются политикой, да, как бы. Ну вот мы видим, да, к чему это приводит. Очень жалко тех детей, школьников, 5-6 классы, да, 10-12 лет, 13 лет. Они 4-5 год живут в сплошной путинской пропаганде. Они буквально воспитываются с ненавистью к другим народам. Посмотрите, что происходит. Начинают накачивать их вот этими мыслями, идеями, любовью к оружию, любовью к военной форме, любовью к тому, что они там маршируют, да, с самых молодых, что называется, ногтей, да, с детского сада. Они в детском саду уже одевают форму на них, на детей, заставляют маршировать. Они разыгрывают разные сценки, как они там ползут, в этих окопах сидят, гранаты кидают, да, посмотрите, что происходит. И это вот все вкладывается в самых-самых маленьких наших людей, самых-самых маленьких. И потом все это будет действовать на уровне подсознания. Понимаете? В какой-то определенный момент, когда государство прикажет им пойти на войну, они с радостью пойдут. Это будет уже работать у них на подсознании. Записано уже все будет, да, на подсознании. И они будут думать, что это классно, это круто, одеть форму и пойти воевать. Они будут уже воспитаны в этой ненависти. Они уже воспитываются в этой ненависти. И они будут жить, понимая, что вокруг враги, все кругом враги. И против них нужно воевать. И будут с радостью идти на войну, воевать против врагов. Понимаете, что делает государство? Это не государство, это Ирод, понимаете, настоящий. Настоящий царь Ирод, который убивает детей малолетних. И вот это вот самое печальное, да. Практически вот это вот поколение, которое сейчас растет в Российской Федерации, в нашей республике Саха, оно уже потеряно. Оно уже потеряно. С ними после того, как война закончится и Республика Саха объявит о независимости, с ними нужно будет очень большую работу психологическую проводить. И кто все это делает, да, посмотрите на них, отвратительные бабки, отвратительные вот эти тетки, учителя, которые сами выросли в этой парадигме, лишь бы не было войны. И вот они их учат тому, что вокруг враги, и взять автомат, а 5-6-классники уже умеют собирать автоматы, и уже многие там проходят обучение, как собирать дроны, да, старшеклассники. Они уже вот, и вот эти вот тетки, они же сами росли вот в этой парадигме, да, лишь бы не было войны. И посмотрите, чему они учат наших детей. Посмотрите, да. Отвратительное вообще зрелище. И очень-очень печально за наше будущее.
очень тревожно за наше будущее. Да, что будет происходить с государством, если еще года 3 война продлится, 4 года война продлится? Что будет происходить? Кого они растят? Они не растят агрономов, они не растят фермеров, они не выращивают инженеров и, я не знаю, там, врачей и учителей, да? Они, они выращивают машины для убийств. Представляете, да, что они творят с нашими детьми? Невозможно спрятаться от пропаганды, да, ну в школе она просто очень сильна, в детском саду она очень сильна, да, и влияние пропаганды на детский неокрепший ум, оно велико, да, поэтому единственный выход, да, который я вижу для родителей, это забрать детей на семейное обучение. Ну, если вы не можете выехать, лучше, конечно же, с детьми выезжать, а так-то по-хорошему необходимо всем миром выйти и хотя бы закончить войну, а потом уже думать о том, что делает пропаганда. Заканчивать эту оголтелую пропаганду, которая льется буквально с каждого утюга, из каждого чайника. Нужно будет заканчивать. Нужно потом уже после окончания войны нужно будет заниматься оздоровлением нации нашей. Вот. И, конечно же, нам нужна независимость, потому что мы тоже в ситуации, если мы не получим независимость, да, рискуем оказаться в той же самой ситуации и второй, и третий раз, потому что после Путина может прийти какой-нибудь условный Навальный, который потом превратится в Путина, мимикрирует, да, неожиданно. Мы даже не заметим, как это происходит. Вот, и потом второй придет, и третий так уже придет, и пятый, и 10. И она всегда, вот эта империя, будет пожирать своих детей. Мы платим дань этой империи. Сначала пушниной платили, да, потом алмазами, золотом платили, нефтью, газом. Сейчас мы платим вот вообще кровавую дань. Детей своих отдаем на пожирание этой империи. А все для чего? Для того, чтобы остаться в ее составе. Понимаете? Понимаете? К сожалению, это очень печально. Мы должны об этом думать. Мы должны об этом думать постоянно. Потому что если мы будем закрывать глаза и делать вид, что если мы этого всего не видим, то этого всего нет, мы далеко так не уедем, понимаете? Это вот детская такая психология. Закрыть глаза и ничего этого не видеть, ничего этого не слышать. Нужно смотреть врагу прямо в лицо. Нужно понимать, что он творит, и нужно думать о том, как с этим бороться. Все в ваших руках.